Туркменистане решили построить первый в стране автобан. Для этого президент страны Гурбангулы Бердымухамедов выделил из госбюджета 2,3 миллиарда долларов США. Мы изучили компании, которые будут осуществлять строительство, а также лица, стоящими за ними, и нам кажется, это будет большой распил президентским кланом и приближенными к нему людьми. Посудите сами. Специально для строительства трассы власти создали акционерное общество закрытого типа «Туркменавтобан». Решением президента «Туркменавтобан» стал заказчиком проекта и одновременно его же генеральным подрядчиком. В роли учредителей Туркменавтобана выступили 4 частные туркменские фирмы «Алтын Несель», «Оғыз Йол», «Хызмат Меркези» и «Нусай Йоллары». Эти же фирмы-учредители будут осуществлять строительство автобана, но ни у одной из них опыта возведения объектов подобного типа и сложности нет. Но зато, по крайней мере, у одной фирмы есть родственная связь с президентом. В 2016 году Бердымухамедов раздавал юбилейные медали к 25-летию независимости Туркменистана и, среди прочих, наградил некоего координатора фирмы «Нусай Йоллары» Аннаназара Реджепова. Этот человек со скромной и одновременно непонятной должностью является мужем Дурдунабат Реджеповой, старшей из сестер Гурбангулы Бердымухамедова. На самом деле, координатор Аннаназар Реджепов и есть истинный владелец фирмы «Нусай Йоллары». Успех этой фирмы в условиях экономического кризиса, охватившего страну с 2015 года, поражает. Лишь за последние годы фирма получила контракты на строительство ряда объектов 13-й, 14-й, 16-й очередей застройки Ашхабада, санатория и инфекционной больницы в Ахалском вилаяте, сахарного завода в Балканском вилаяте, целого жилого массива Гуртлы на 62 высотных дома. Этот же проект включает в себя строительство детсада, школы, торгового центра и других объектов. И, наконец, автобан. Нусай Йоллары не просто рядовая фирма, она также является совладельцем акционерного общества Хызматдашлар. Помните сахарный завод в Балканском вилаяте? Его строит Нусай Йоллары. Так вот, заказчиком завода как раз и является акционерное общество Хызматдашлар. Через это акционерное общество фирма Нусай Йоллары связана с заводом по производству гранулированного комбикорма Камилин Госбаши, транспортной компанией Акхазына, сельхозпредприятием по производству мяса Дайхан Царпасы, сетями супермаркетов Камил и Акмаркет. И это только то, что известно на данный момент. Но контракт местной фирме на 2,3 миллиарда долларов, владельцем которой является родственник президента, для Туркменистана дело беспрецедентное. На юридическом языке подобная ситуация называется конфликтом интересов. Все фирмы и компании, аффилированные с семьей, имеют неограниченный доступ к конвертации валют по государственному курсу, который ниже рыночного ровно в 5 раз. Другие предприниматели страны такой возможности лишены. Впрочем, не все они приходятся зятьями президенту Гурбангулы Бердымухамедову.